11 лет назад в этот день в Сухуми шел проливной дождь. Пожалуй, каждый житель Абхазии запомнил 4 марта 2010 года, когда уже утром новость о том, что Владислав Ардзинба ушел из жизни, стала стремительно нестись из дома в дом. Вся страна встречала борт номер 1, чтобы проводить своего первого президента в последний путь. С тех пор, как открыт мемориал Владислава Ардзинба, в этот день люди идут сюда с цветами и воспоминаниями. Кончилась война, часть территории Абхазии еще оставалась под юрисдикцией Грузии, верхняя часть Каторского ущелья. И Владислав Григорьевич поручил Министерству обороны тогда заняться этой проблематикой, потому что рано или поздно необходимо было бы провести там войсковую операцию. Владислав Григорьевич, как никто, понимал, что в тот период, когда заканчивалась война, мы еще не совсем были готовы к тому, чтобы освободить эту территорию и вести боевые действия в горных условиях. И вот он дал непосредственно министру обороны, тогда был министром обороны Султан Асламбекович Асналиев, поручение, чтобы мы постоянно работали с представителями Каторского ущелья. В результате той работы, которую мы проводили в тот период и проводили в течение 14-15 лет, эти результаты позволили практически без единого выстрела освободить нашу территорию. Как рассказывают современники Владислава Ардзинба, он славился не только стратегическим мышлением, но и душевной широтой. Вот здесь вот мы стоим, нижний вот здесь вот. Был отвлекающий маневр, было сказано, что здесь вы, можете, не вернетесь. Прямо вот здесь вот в этих местах, вот там вот здание. И, ребята, не будет стыдно, если вы не сможете идти вперед. Но если 1-2 человека вышли, все пошли. А авторитет первого президента Абхазии до сих пор простирается далеко за пределы республики. Владислав Григорьевич, царство ему небесное, мы не столько его тут чтим, как весь Северный Кавказ, и все его боготворят. У нас вот сегодня я недоволен приходом, здесь должно было массу народу быть. Ну, пришли, у кого сердце, у кого душа. А другие тоже, но они сидят или ленятся, или чего-то, как бы это самое. Ну, я не знаю, не хочу судить никого. Вот. Владислав Григорьевич уже в историю человечества вписан золотыми буквами. Владислав Григорьевич завещал похоронить его в родном селе, чтобы покоиться и рядом с домом, и рядом с линией фронта. Так случилось, что дата смерти первого президента Абхазии совпадает с днем рождения второго. Многие считают это символичным. Действительно, это такая историческая дата, которая связывает несколько событий, связанных с национально-освободительной борьбой абхазского народа. Это и столетие советской власти, да, избавление от грузинского меньшевизма в 1921 году. Трагическая дата, связанная с смертью Владислава Григорьевича и вот день рождения Сергея Васильевича. Наверное, свыше это определено было, вот, чтобы наш народ помнил эти даты, потому что именно объединение народа спасает от самых сложных этапов исторического развития. С личностями Владислава Ардзинба и Сергея Багапш Геннадия связывают его детские воспоминания. По словам историка, это были простые люди, великодушные, умеющие убеждать и вести за собой. Когда вот приезжали на МУК Ашта, когда вот 30 сентября праздновали День Победы, приезжал Владислав Григорьевич, его это выдающееся выступление, запомнившееся мне в детстве. И, конечно, когда Сергей Васильевич вот, у нас по соседству с Кутолом проезжал домой, всегда останавливался, вот, разговаривал с людьми, простыми гражданами. То есть это были настолько простые люди, что вот в этом была их великая сущность, величие, именно в этом было. В Джгиарде, родовом селе Сергея Багапш, в этот день также собрались люди. Они возложили цветы к его могиле, отдав дань памяти президенту Абхазии, с именем которого всегда будет связано начало широкого признания независимости нашей страны. Марианна Котова, Торник Амичба, Абаза ТВ.